Представьте себе, Якутск, суровые годы Великой Отечественной. Город, далекий от линии фронта, но не менее вовлеченный в борьбу за выживание страны. В этих непростых условиях продолжала свою работу средняя школа номер 9. Но это уже была не просто школа, а настоящий штаб помощи фронту, кузница патриотов, готовых на любые жертвы ради победы. Учителя и ученики, вчера еще мирно изучавшие физику и литературу, сегодня собирали средства для танковых колонн, вязали теплые вещи для солдат и с тревогой всматривались в лица тех, кто уходил на передовую. Школа в те годы не только давала знания, но и ковала патриотов, готовых отдать жизнь за родину. Многие учителя и выпускники, оставив парты и учебники, добровольцами ушли на фронт. Здесь, в этих стенах, кипела жизнь, полная надежд и стремлений. Но война безжалостно ворвалась в судьбы этих людей. Учитель физики, астрономии, черчения Мальванчук Михаил Константинович добровольцем ушел на фронт в 41-м. И не вернулся. Его подвиг, как и подвиги многих других педагогов и выпускников, навсегда вписаны в историю школы. Учителя данной школы, а когда-то школа была мужской, гвардейской, значит, в 1941 году сразу же ушли на фронт. Хочется сказать следующее. Здесь, в этой школе, работал Константин Евгеньевич Корякин, учитель физики. Замечательный человек, интеллигент. Это лихой сержант, артиллерист. Он прошел от Москвы до Эльбы, был неоднократно ранен. И здесь, в этой школе, он работал, значит, до конца своих дней. В общем-то, школа его и провожала в последний путь. У нас в школе есть именные кабинеты, и в частности кабинет физики носит имя Константина Евгеньевича Корякина. Почему я начала с него, значит, нашу беседу? Это был, по сути, очень интересный человек. Очень интересный человек. Значит, и это один из немногих, по-моему, из 14 по республике, кто принимал участие в параде Победы в 1945 году в Москве. Уходили на фронт вчерашние ученики. Многие из них сложили головы на полях сражений, так и не успев построить свою жизнь. Их имена – это вечная боль и гордость школы номер 9. Но вклад школы в победу не ограничивался только боевыми подвигами. В тяжелейших условиях учителя и ученики неустанно трудились в тылу, приближая долгожданный День Победы. Здесь собирали деньги, облигации, отчисляли часть своей зарплаты на строительство танковой колонны «Социалистическая Якутия». Отправляли на фронт теплые вещи, подарки для солдат и партизан. Школа номер 9 стала настоящим центром помощи фронту и семьям фронтовиков. Каждый рубль, каждая теплая вещь, каждый подарок, отправленный на передовую, вселяли надежду и укрепляли веру в победу. Конечно же, хочется назвать, недавно вот было событие 12 июля, это вспоминали битву значит, на Курской дуге. Конечно, вот в связи с этим хочется вспомнить Емельяна Степановича Таркина. У нас тоже есть именной кабинет имени Емельяна Степановича Таркина. Это учитель обществознания, учитель истории, завуч школы. И вот именно в 1943 году он принимал участие в этой битве, был тяжело ранен, потерял руку. После этого был демобилизован и вернулся в родную школу. Тоже очень долгие годы он работал в данной школе. Ну, конечно же, значит, наша школа носит имя фронтовика, и как не вспомнить Моисея Израилевича Киршенгольца, тоже замечательный человек, учитель математики. Однако директором школы он стал уже после Великой Отечественной войны, потому что в годы войны работали замечательные люди, директорами школы номер 9. Это Романов Иван Михайлович и Гелес Владислав Петрович. Значит, был очень дружный коллектив. Мы давайте тоже вспомним школу в годы войны. Достаточно сказать, что в 1946-1947 году 8 человек данной школы получили медаль за доблестный труд. И вот 2 из них это были директора школ. Их труд, патриотизм и неоценимая помощь фронту навсегда останутся в памяти поколений. Это пример того, как даже в самые трудные времена каждый человек может внести свой вклад в общее дело, в приближение Великой Победы. В годы войны школа жила. Благодаря этим людям принимали участие в субботниках, принимали участие в сборе денег,
социалистической Якутии для танковой колонны. В частности, я могу назвать такие цифры, это реальные цифры. Было сдано в фонд Победы 4802 рубля деньгами, и облигациями сдали 2202. Нужно сказать, что на танковую колонну социалистической Якутии сдавалось несколько раз. И принимали участие ребятишки. Ими было сдано 1102 рубля. Ну, вот где-то так вот суммы. Однодневный заработок, значит, работниками школы номер 9 был сдан в размере 682 рублей 50 копеек. Значит, школа жила. Принимала участие также вот в субботнике по, значит, строительству кинотеатра «Центральный», насколько я помню. Проводились социалистические соревнования в школе, награждались лучшие ученики, но, однако, наши мальчики, значит, после выпускного уходили на фронт. За годы войны школа выпустила 97 выпускников. Достаточно сказать, что в 41-м это было 29 человек, а в 45-м это 10 человек. Ребята уходили. Ну и вот хочется вспомнить имя Павла Горбунова, нашего выпускника. 20-летнему он не вернулся, значит, из боя. Рано очень ушел. Память о подвиге школы номер 9 живет и сегодня. Она вдохновляет новые поколения якутян на служение своей родине и напоминает нам о цене, которую заплатил советский народ за мир и свободу.